Не только в парламенте, не только государственные деятели, значит, действующие, но и представители общественно-политических организаций, партий, не все высказались на этот счет, в том числе участвовавшие во всех этих мероприятиях. Да. По-разному нас тоже называли в различных телеграм-каналах, анонимных источниках. Нас тоже это беспокоит. Или же, например, вчера, ни в коем случае не воспринимайте как там претензию. Вчера кто-то, значит, протестовал против нас, что мы аэропорт неправильно принимаем. А сегодня он выступает и благодарит избирающуюся команду за то, что, значит, они аэропорт запускают. Ну, тогда и общественность, и люди начинают дезориентироваться в подобных ситуациях. В остальном, конечно, ситуация ясна. Что касается вновь избранного президента Бадыра Зулатовича, ну, сейчас я не склонен говорить, как они будут на это реагировать. Мы эти вопросы, конечно, будем обсуждать. Да. Что касается непосредственно деятельности центральных органов власти, в том числе Министерства иностранных дел, я совершенно согласен, мы должны это обсуждать, и должна быть соответствующая реакция, хотя бы запрос, почему так произошло. Это так. Вот я в частности говорю о нашем коллеге Кане Гварче. Да? То есть это люди, которые обладают мандатом, наделены соответствующими полномочиями. Мы должны для себя разобраться в ситуации. В целом там посыл понятен. Будем обсуждать с коллегами и думать, каким образом быть с этой ситуацией.